Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Якутия стала одним из первых регионов, принявших закон о патриотическом воспитании. Как сегодня строится эта работа и какие результаты уже сегодня можно отметить, об этом сегодня поговорим с гостем студии Петром Шамаевым, министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Петр Витальевич, здравствуйте. Добрый день. Хочу начать с главного. Совсем скоро наша республика вместе со всей страной отметит главный молодежный праздник, День молодежи. Как руководитель профильного министерства, как и чем сегодня живет молодежь нашей республики? Она не похожа друг на друга и, наверное, работает во всей сфере и по всем направлениям работы нашей республики. И вот совсем скоро мы будем отмечать День молодежи во всей стране. Будет проходить мероприятие 3 дня. Первый день это в парке культуры и отдыха. Мы постараемся сделать так, чтобы основная часть была посвящена патриотическому воспитанию. Будут конкурсы, связанные с патриотикой, патриотическим воспитанием. Ну и, конечно же, будем помогать нашим волонтерам делать какую-то продукцию, гуманитарную помощь. Дополнительно будут ребята писать письма солдатам на специальную военную операцию. И, конечно, вот в этот день мы постараемся сделать так, чтобы наши молодые люди преисполнились, скажем так, благодарностью нашим защитникам. Это основная задача. И максимально это у нас будет пронизывать наше мероприятие. Второй день у нас будет в основном обучающий, в Патриоте. И везде, где у нас есть площадки, мы постараемся сделать вот такие площадки для того, чтобы рассказать молодежи, какие возможности есть в нашей стране. Первое, то, что сейчас запрашивает молодежь, это самореализация. Ребята, которые оканчивают университет, которые окончили пару лет назад, они хотят, чтобы была возможность самореализации на всей территории нашей республики и страны в целом. Ну и, конечно же, третий, это будет такие массовые мероприятия, концерты. И самое основное, то, что я хотел бы отметить, это у нас будет первый раз в республике проводиться игры Дыгынчика. Это дети, молодые родители будут приходить до 13 лет. У нас возрастной ценз, по нескольким группам мы разделим детей, и они будут соревноваться друг с другом. Это тоже приобщение к культуре, приобщение к спорту. Надеемся, что всем понравится. Соревноваться как взрослые в знаменитых играх ДГ, да? Да. Слушайте, круто. Получается, каждый найдет себе занятие по душе, насколько я понимаю. Если говорить в целом о молодежной политике, которая сегодня выстроена в нашей республике, какой основной вектор задан, какие основные направления сейчас под особым вниманием? Мы очень долго, на самом деле, не могли ответить на этот вопрос, на мой взгляд. Да? Мы поэтому начали активно проводить социологические исследования, фокус-группы делать среди молодежи. Ну и выявили несколько направлений, на которые больше всего ссылаются наши молодые люди. Это самый большой вызов, который у нас есть, это самореализация на всей территории, не только в городе Якутске. Ребята хотят, чтобы везде были равные возможности. Второе – это досуг, не только, опять-таки, спортивные залы. Мы же так построили спортзал, и все молодые люди заняты и занимаются спортом. На самом деле, даже построив спортзал, надо делать какие-то новые фишки, скажем так, для того, чтобы ребята туда ходили. Ну и третье, это, конечно, жилье для молодых людей. Это 3 вопроса. Четвертым идет, довольно-таки с приличным отставанием от первого, это уровень зарплат. Хотя все равно в процентном соотношении это большая проблема для молодежи. И стараемся, все мероприятия, вся наша деятельность нацелена на то, чтобы решить эти проблемы. Вы видите что в городе Якутске у нас экосистема собрана, начиная от самореализации в волонтерской сфере, заканчивая Патриот построили, там у нас можно самореализовываться как геймер, можно самореализоваться как спортсмен, можно самореализоваться как певец или стендап-комик. Все направления, и в будние дни мы можем проводить все те мероприятия, которые, как говорится, ребята захотят. Есть общественные организации, которые пользуются этими площадками, и теперь мы нацелены на то, чтобы
строить такие молодежные центры уже в районах. Этот молодежный центр, кстати, был построен благодаря национальному проекту «Молодежь и дети» в рамках субсидии РДН «Россия для молодых». Петр Витальевич, говоря о направлении таком важном работы, как патриотическое воспитание, оно сейчас, безусловно, в нашей республике остается под особым вниманием. Как вы считаете, вот, кто такой настоящий патриот сегодня, какие ценности он должен, ему важно разделять? Мы на эту тему очень много разговариваем с нашими учителями, педагогами, с нашими наставниками. И очень же важно от цели самой. Да? Вот многие думают, что патриот – это тот человек, который бегает с каской, с автоматом, с бронежилетом. Но, на наш взгляд, это не так. Мы должны… Солдат – это, конечно, очень ответственная, очень сложная работа. И я считаю, что это высшая степень патриотизма, который достоин не каждый, который не сможет это осилить. Не все могут стать военными. И зная это, понимая это, мы для себя выработали направление как патриот, человек, который работает на своей должности профессионально. 9 до 6, как говорится, с полной отдачей, если получится, и останется до 7, до 8 вечера, как говорится, да, чтобы человек приносил реальную пользу своему государству, чтобы не сидел в социальных сетях, там, работал, делал свою работу очень хорошо. И, конечно же, относился с уважением к окружающим, относился с уважением к старшему поколению, любил свою малую родину, уважал культуру и постараться сделать так, чтобы вот молодежь наша была объединенной, чтобы они все вместе понимали, к чему мы идем, и помогали строить наше общее будущее. Объединенные, активные и неравнодушные. Конечно. Еще я, наверное, от себя добавлю к слову. Вот для таких активных и неравнодушных в республике проводится уже много лет гражданский форум, событие, которое объединяет многих патриотов, многих неравнодушных граждан. Когда он пройдет в этом году, что ждет участников? Мы планируем провести его в августе, в сентябре, где-то так, примерные цифры месяца мы еще определим. Это очень важная площадка, где собираются руководители общественных организаций, неравнодушные граждане, которых делегируют районы. И здесь происходит общение между бизнесом, структурами власти, исполнительной властью самой. И озвучиваются те проблемы, с которыми сталкивается гражданское общество. Благодаря вот таким форумам у нас появились направления, в грантовом направлении поддержка, появились упрощение в подаче документов грантам. Если раньше говорили, общественная организация должна существовать 6 месяцев и сделать, перед тем, как подать, да? Сейчас мы это все убрали. Общественная организация, тогда были такие тоже пункты, обязательно должен сделать какой-то грант. У всех такие, и человек, общественная организация не могла получить нигде грант, например, да. И мы все это убрали. Были пожелания открыть конкурс территориальных общественных объединений ТОСов, да, Тюльбе по-якутски. И мы это тоже сделали. И не только по линии Минмола, но и по линии Минздрава, по линии Министерства образования. Есть пожелания, которые слышат исполнительная власть. Главы районов это тоже слышат, хотят, высказывались отдельные районы насчет помещений. Там тоже этот вопрос решался. Поэтому очень важное, очень нужное, и там обсуждаются тоже животрепещущие вопросы, например, по СВО, по пропавшим без вести. Есть очень много общественных сейчас организаций, именно связанных с этим, по поддержке гуманитарной помощи определенных частей. Поэтому мы ждем, готовимся. И будем очень рады всем неравнодушным гражданам, которые придут и выскажут свое мнение. Я думаю, что главное отличие форума в том, что у него есть еще и конкретные ощутимые результаты, которые по его итогам затем реализуются. Мы на планерном совещании принимаем итоговый документ и ежегодно отчитываемся по исполнению. Петр Витальевич, поскольку мы с вами начали о грядущем празднике, Дне молодежи, закончить им я предлагаю также. В преддверии праздника, что бы вы пожелали нашей молодежи, всем тем, кто сегодня как раз активен и неравнодушен? Я бы пожелал молодежи также быть активным, открытым, и, конечно же, объединенным. Только единый народ может, мне кажется, решить те задачи, которые перед ними ставят наши дети, наши родители, и общество в целом.
Поэтому вот такие пожелания у меня для молодежи. Ну, я к ним, в свою очередь, присоединяюсь. Петр Витальевич, спасибо, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это было актуальное интервью. До встречи.